На территории Якутии из-за введения зарубежных санкций жители региона начали наблюдать рост цен на определенные товары и услуги. В первую очередь это наблюдается в повышении цен на продукты питания. Буквально за последние дни выросло все. Сахар стал уже за 100 рублей, и то его нигде нету. Что такое? Пришел, хотел сахара взять, нету нигде. И какие продукты еще не можете найти? А как бы продукты все есть, в основном, мало что-то, смотрю, прилавки все полупустые, люди разгребаются, как будто с ума сошли. Да, немножко наблюдается рост цен, есть такое. Тут даже не то, что рост цен, тут, скорее всего, нехватка кое-чего, да. Вот, что касается сахара, допустим, какие сейчас сложно найти цены. Ну, сейчас, кстати, цены на макароны поднялись, если с недельной давностью соотносить, то на 20 рублей примерно подскочили цены. Можно сказать, и на мясо. Вот было, например, рулька была 165, стала 180. Вода была 20 рублей, стала 22-30. И так можно перечислять каждый продукт. А на продукты первой необходимости, вот мука, сахар, гречка и вот другие. Сахар я набралась, так муку тоже беру редко. Гречку тоже есть. В общем, беру, например, колбасы. Тоже повышено. А мясо буджак вообще повышает каждые 3 месяца. Каждые 10-15 рублей. Продавцы, в свою очередь, сообщают, что это связано с ростом цен у поставщиков. Потому что вообще сами поставщики поднимают огромные цены на закупки. Они чем аргументируют, что? Вообще, я не знаю, я непосредственно не общаюсь с производителями. Да, то есть они присылают письма о том, что у них происходит поднятие цены. И уже вот от этого отталкиваются. Действительно, рост цен на оптовых базах на основные продукты наблюдается. Например, если на прошлой неделе 5 килограммов муки можно было купить за 190 рублей, то и сейчас он уже стоит 240. Сахар был в пределах 100 рублей, сейчас уже 120-130 за килограмм. Такая же картина наблюдается и в аптеках столицы. Если посмотреть по поставщикам, да, у них цены увеличились на 30-40%. Это на не жизненно важные лекарства. А на жизненно важные лекарства особых увеличений цен нету. Цены на жизненно важные лекарственные препараты вышепредельных установленных государством не будут. Это строго регулируется. Большинство импортных лекарственных средств имеют отечественные дженерики. Это препараты, идентичные оригиналу по составу и лечебному действию. Но при этом они сообщают, что запасов лекарств, в том числе жизненно необходимые, хватает еще на полгода. Аптеки нашей сети обеспечены жизненно важными лекарственными препаратами, но как себя поведут зарубежные производители, никто сейчас предсказать не может. Поэтому надеемся, что из гуманных соображений поставки лекарственных средств под санкции попадут в последнюю очередь. В нашей сети аптек на жизненно важные лекарства запасы есть. По нормативам аптеки минимальный ассортимент всего есть. Что касается местных товаропроизводителей, то тут ситуация стабильная. Как сообщила генеральный директор Якутского хлебокомбината, запасов сырья хватает еще на полгода. Ведь закупки и все документы они оформили еще в конце прошлого года. Так что на ближайшие полгода местный поставщик хлебобулочных изделий не собирается менять стоимость своей продукции. Якутский хлебокомбинат выпускает социально значимые хлеба. Это вот основные хлеба, любимые нашими горожанами. Это хлеб пшеничный из первого сорта и дарницкий из ржаной муки, на которые мы цену не поднимали с 2018 года. Получается, уже в этом году 5-й год. Хлебокомбинат сейчас работает в текущем режиме. Мы обычно в это время, как всегда, завозим наше сырье, муку, основное сырье на первое полугодие, чем мы сейчас занимаемся. Контракты мы заключили до всех этих вот обстоятельств, поэтому мы сейчас везем сырье, можно так сказать, по старым ценам везем. В итоге у нас пока на сегодня цены они не пересматриваются, мы работаем в обычном режиме.
Такая же обстановка наблюдается и у якутской птицефабрики. Они на сегодняшний день работают в штатном режиме. Ежедневно 300 тысяч птиц обеспечивают население региона более 200 тысячами яиц, а также мясной продукцией. Несмотря на достаточно сложные экономические ситуации, возникающие в результате 8-летних санкций со стороны западных стран, птицеводство якутской птицефабрики достигло значительных успехов и сегодня демонстрирует устойчивый рост показателей. К примеру, за прошлый год якутская птицефабрика после технической модернизации смогла продать более 83 миллионов яиц населению, что показало абсолютный рекорд за последние 20 лет. Кроме того, ведущая птицефабрика Якутии доставляет и кур, и несушек в другие районы республики. Птицефабрика обеспечивает суточными цыплятами другие птицефабрики республики. 4 марта мы поставили первую партию суточных цыплят для Нерюнгринской птицефабрики яичного направления. Также 11 марта вторую партию отпустим суточных цыплят, 30 тысяч штук. И 29 марта мы поставим суточных цыплят для Мирнинской птицефабрики. В связи со сложившейся ситуацией правительство страны начал разрабатывать и усовершенствовать действующие механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей, чтобы последствия зарубежных санкций не сильно ударило по кошельку как предпринимателей страны, так и ее жителей. Так наш регион получит от федерального центра около 300 миллионов рублей для поддержки промышленности, а именно Республиканский фонд развития промышленности. Благодаря этому финансированию поддержку получат проекты лесной, ювелирной и легкой промышленности. Решение о создании фонда было принято на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Это еще раз обозначает значимость таких мероприятий для нашей страны, для республики. Глава республики Арсений Сергеевич Николаев вместе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Мантуром Денисом Валентиновичем договорились о том, что такой фонд в республике должен быть, что создавать и развивать местное производство необходимо, местное перерабатывающее производство, соответственно. Фонд был создан депутатами Государственного собрания ЛТМН, поддержано решение о выделении беспрецедентной суммы 100 миллионов рублей. Благодаря своевременным решениям, принятым у нас в республике, мы прошли квалификационный отбор Министерства промышленности и торговли Российской Федерации из 70 с лишним регионов. Мы получили максимальную сумму по сравнению с другими субъектами в 173 миллиона федеральных средств. То есть в сумме наши сегодня предприятия, занятые в перерабатывающей промышленности, могут рассчитывать на 273 миллиона, которые будут направлены на развитие нашей местной якутской перерабатывающей промышленности. Также правительство Российской Федерации разработало программу по поддержке бизнеса в условиях санкций. 5 мер уже начали действовать. О них рассказали на портале объясняем.рф. Так, все плановые проверки для индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса отменяются до конца 2022 года. Цифровые компании освобождаются от налога на прибыль также до конца этого года. Помимо этого, малый и средний бизнес получит право на кредитные каникулы. Отсрочка будет даваться, если выполнены 3 условия. Кредит взят до 1 марта 2022 года, доходы компании упали минимум на 30% от среднемесячных. И 3-й пункт – у организации нет других кредитных каникул. Также правительство обнуляет комиссию для бизнеса за пользование системой быстрых платежей. Сейчас это 0,7% от чека. А региональный фонд развития предпринимательства начал выдавать льготные займы для представителей малого и среднего бизнеса. В связи с поднятием ключевой ставки, процентной ставки и поднятием ставки у банков принято решение докапитализировать фонд развития предпринимательства, чтобы фонд предоставлял уже льготные займы для наших предприятий торговли, в первую очередь торговли, для обеспечения продовольственной безопасности республики. Отдельные решения приняты в области налоговых послаблений, которые коснутся широкого круга предпринимательского сообщества, работающих по упрощенной системе налогообложения. Ставка будет самая минимальная, это 1% по доходам и 5% по доходам и расходам. Это предприниматели, которые работают по данным направлениям. Отдельные решения также приняты по отсрочке
уплаты, по переносу на 2023 год отсрочки уплаты, отсрочка вообще переноса уплаты налога на имущество от кадастровой стоимости. В текущем году предприниматели будут освобождены от этого вида налогов. Соответственно, эти решения позволят нашему бизнесу, в первую очередь, помимо тех решений, которые приняты на федеральном бюджете, осуществлять свою работу, в первую очередь, для сохранения занятости и работающего сектора в малом бизнесе. А пока власти страны и региона занимаются поддержанием экономических отношений в период действия зарубежных санкций, контролем за соблюдением и удержанием цен на жизненно необходимые лекарства и товары, занимаются общественники региона. Они вот уже вторую неделю ведут мониторинг цен, данные которых фиксируют в специальной таблице. Все собранные данные они направляют в контрольно-надзорные органы, которые в свою очередь будут применять карательные санкции в отношении злостных нарушителей, которые на пустом месте и, используя спрос населения, прикрываясь санкциями, поднимают цены на уже завезенные продукты, которые они ранее закупили по меньшей цене. Мы выявили в 4 позициях повышение цен. Это, в частности, тушенка, соль, сахар, молоко и макароны. Мы ведем вообще сейчас таблицу цен, ежедневно мы ведем мониторинг. Каждый раз мы вводим по этим позициям обновленные данные, новые цифры. И в последние дни мы видим, что повышение цен идет примерно, в частности, от 3 до 7%. И все-таки мы сейчас напишем письмо в соответствующие органы надзоры, чтобы исправить эту ситуацию, потому что они должны контролировать эту ситуацию и мониторить каждый день. Наша фракция внесла в Госдуму предложение о том, чтобы регулировать цены, чтобы была средняя цена по продуктам, чтобы могли все-таки ориентироваться на среднюю стоимость продукта на определенную позицию. Ну а если вы заметили рост цен на социально значимые продукты у себя в магазинах, то можете об этом тоже заявить региональным властям. Так, Госкомцен Якутии открыла горячую линию по приему обращений горожан по номеру 8 984 114 80 105, а также по номеру 508 026. Помимо этого, обращение можно отправить по социальным мессенджерам. Эти данные можно узнать на официальной странице ведомства.